Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина и о главном к этому часу. Сегодня в поселке Куйки Пестричинского района обрушилась кирпичная стена строящегося трехэтажного дома. Под завалами оказались люди. Пострадал один человек с травмой ноги, его госпитализировали в РКБ. Завалы разбирали 2,5 часа. На место выехали все экстренные службы и надзорные органы. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Вместе с этим возникают вопросы к соблюдению технологии строительства. Алена Струминская с места ЧП. Обрушение стены строящегося дома в поселке Куйки произошло около 11 часов дня. Она рухнула целиком. Завал составлял примерно 150 кубических метров, на 80% уже разобран. Производилось обследование кинологическим расчетом, предварительно перед разборкой. Обследование показало отсутствие возможных пострадавших. На месте ЧП работали 92 специалиста и 35 единиц техники. Опасались, что под завалами могут оказаться люди. Как выяснилось позже, в этот день на объекте находилось 5 рабочих. Большинство из них в момент обрушения были на обеденном перерыве. Но один мужчина все же пострадал. Его с переломом ноги доставили в РКБ. Проверку по данному факту начала районная прокуратура. Она выяснит, соблюдались ли правила техники безопасности при строительстве. По указанному инциденту в настоящее время организована прокурорская проверка. В частности, прокуратурой Пестричинского района будет дана оценка исполнения законодательства об охране труда. Дело под свой контроль взял Следственный комитет республики. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Предварительную причину в администрации района увидели в погоде. По предварительной оценке это произошло в силу воздействия, ветрового воздействия. Кирпичная часть обрушилась, тем самым произошло разваливание. Накануне МЧС республики предупреждала жителей о сильном ветре до 20 метров в секунду. Но мог ли он обрушить кирпичную стену? Ведь это один из самых прочных материалов. Или во время строительных работ были допущены грубые ошибки? Возможно, нарушена технология? Эти вопросы мы задали прорабу. Раствор, соответственно, проверяется прорабом с утра. Все это как положено, то есть армирование, кладки, все проверяется. Это один из десятка типовых домов, которые строятся в ЖК «Светлый». Завалы разобрали за 2,5 часа. Сейчас на месте только битый кирпич и обломки каркаса. Когда строительные работы на участке возобновятся, пока неизвестно. Алена Струминская, Рания Абдрахманова, Вадим Ларионов, ТНВ, Пестричинский район. Каждый из вас достойный пример служения Отечеству и родной республике. Рустам Минниханов сегодня поздравил татарстанцев с наступающими праздниками, Днем весны и труда и Днем Победы, и вручил лучшим госнаграды. Их получили 50 татарстанцев самых разных профессий. Они трудятся на заводах, добывают нефть, строят корабли, учат в школе, лечат людей и помогают бойцам СВО. А тех, кто за свой труд удостоен высших наград, Вероника Гайнудинова. В торжественном зале Казанского Кремля сегодня особая атмосфера. В преддверии Дня весны и труда и Дня Победы чествуют выдающихся татарстанцев. Ваши успехи – результат многолетнего добросовестного труда. Уверен, заслуженные награды станут стимулом для новых достижений, отметил Рустам Минниханов. Каждый из вас достойный пример служения Отечеству и родной республике. Ваши достижения служат развитию Татарстана и вносят большой вклад в успешное будущее нашей страны. Мы гордимся вами. Первыми награду получают труженики тыла. Медалью «100 лет образования ТССР» награждена Ольга Хадарина. Она всю жизнь проработала на КАПО имени Горбунова, предприятии трудовой доблести. Этой же награды удостоена труженик тыла Рашида Тукаева. Зал ветеранов чествует стоя и долгими аплодисментами. Война, когда началась, я 5 класс перешла только еще. Но в колхозах приходилось работать. Заслуженным деятелем науки России сегодня стал доктор наук, директор Института геологии КФУ Данис Нургалиев. В университет он пришел 50 лет назад студентом, так и посвятил жизнь науке. Награда не только мне, но и моему коллективу, моим коллегам, всему Казанскому федеральному университету. Народному артисту Республики Татарстан Тухватуллину Рамилю Чингизовичу. Актер Камаловского театра Рамиль Тухватуллин получил звание заслуженного артиста России, а Рустам Асаев теперь народный артист Татарстана. Он признается, каждый певец мечтает о такой высокой награде. Это очень ответственно. И дай бог, чтобы я вот эту
высоту держал и служил своему народу. Только ночная смена закончила и выехала за наградой. Рушания Ибрагимова из Кукмышского района уже 38 лет работает дояркой. Еще ночью доила коров, а днем уже получает высокую награду в Кремле. Я очень люблю свою работу и дальше буду трудиться республикой. Благодарность Раиса Республики за помощь бойцам в зоне СВО получают два мецената – Ильсур Идиатов и Альфред Валиев. Мы везем туда вот дорогое оборудование, которое нужно нашим солдатам хотя бы там жить. Это такие, как генераторы электрические, печки, палатки. Сорокин Валерий Юрьевич. Медали ордена за заслуги перед республикой удостоен генеральный директор «Связь Инвестнефтехима» Валерий Сорокин. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награжден ректор Казанского энергоуниверситета Эдвард Абдулазянов. Орден Дуслык получили первый заместитель главы Минобра Андрей Поминов и ветеран труда Ильфар Яхин. Государственные награды сегодня вручили 50 татарстанцам. Их заслуги отмечены на республиканском и федеральном уровне. Они сегодня не просто получили медали, ордена и почетные звания, но и попали в большую историю успеха своей родины. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. 25 вопросов за 45 минут. В Татарстане сегодня в 5-й раз писали диктант Победы. Международная акция прошла на 198 площадках республики. Главной стала Национальная библиотека. Писали и в музее мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле. Причем ответы на некоторые вопросы здесь можно было узнать, если заранее ознакомиться с представленными экспонатами и информацией. Несколько заданий прямо или косвенно касались Татарстана. Первыми впечатлениями участники поделились с Рамилем Шайдулиным. Есть также задания с открытыми вопросами. Вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора посвященной войне поэмы, город, события или участника военных действий. Пенсионер Вера Иванова пишет диктант Победы в первый раз. Женщина, лично знавшая многих героев, говорит, некоторые вопросы требуют глубокого знания истории. О некоторых операциях, например, я знаю то, что я общалась с ними, то, что рассказывали, то, что я писала в своих очерках. Но многое для меня, например, очень непонятно. Слова напутствия участникам диктанта от депутата Госдумы Ильдара Гильмудинова. Он внук участника Великой Отечественной. Говорит, сам многое знал о войне. Что-то из истории, что-то от деда. Я, конечно, наверное, был маленький, но пытался... Наверное, пытался спрашивать о войне и так далее. Но еще раз говорю, они как-то вот уходили от этой темы. Я теперь понимаю, почему это они уходили. Сегодня 5-й исторический диктант Победы. На площадке Института культуры участников диктанта приветствовала исполнительный директор ТНВ Алина Сулейманова. Видео напутствие от ветерана Великой Отечественной майора авиации Евсея Рудинского. Студентам предстояло ответить на вопросы о событиях, во многих из которых он принимал личное участие. Потому что, мне кажется, это очень важно, чтобы новое поколение знало о наших достижениях, о нашей победе, о том, через что прошли наши родственники, наши прабабушки, прадедушки. В Нурлате диктант Победы писала труженица тыла Мария Платонова. Когда началась Великая Отечественная, ей было 9 лет. Все понравилось, все хорошо. Организовано очень все было. Организовано было, все приветливы такие. Главной площадкой диктанта Победы в Елабуге стал Институт КФУ. Участники – молодогвардейцы. В Казани – военнослужащие и росгвардейцы. Одна из площадок была организована в Республиканском управлении Росгвардии. Диктант в Татарстане писали на 198 площадках. Нашей республики касались и некоторые вопросы диктанта. Там был вопрос по поводу машиностроительных заводов, по поводу памятника, город трудовой доблести. Было приятно, так скажем. Коренным образом сказано в представленном вопросе отрывки из книги руководителя Госплана СССР Вознесенского. Изменилась за годы войны структура промышленности районов, указать какого региона. За все время войны, написано в вопросе, здесь возникли новые отрасли промышленности, производство авиамоторов, самолетов, шарикоподшипников и много других. Конечно же, это Поволжье и яркий пример Татарстан. Самолеты, патроны, снаряды, порох – все это денно и ночно фронту давал именно ТАССР.
Вклад Татарстана в победу можно увидеть в музее-мемориале. Он стал одной из площадок проведения диктантов в Казани. Сюда пришли многие руководители. У нас у каждого есть свой солдат, свой воин победы в каждой семье. И задача не просто донести нашим внукам, правнукам историю Великой Отечественной войны, имена героев, но самое главное — донести правду о том, кто действительно, что советский народ был победителем, воином, который подарил сегодня мирное небо жителям нашей страны, жителям Европы. Акция проходит в 5-й раз. В этом году диктант победы писали в 47 странах мира. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В Казань привезли воссозданную в натуральную величину модель танка Т-60 времен Великой Отечественной войны, самого массового легкого танка Красной Армии. В Парке Победы сегодня проходит межрегиональная акция «Маршрут памяти». Она состоит из нескольких проектов и выставок, созданных в Кировской области. Казанцам представили фото-выставки, посвященные героям тех лет, портреты ветеранов и детей войны. Рядом экспозиция с находками кировских поисковых отрядов. Особенно выделяется фрагмент брони немецкого танка, пробитый из пулемета Дегтярева-Шпагина. На третьей экспозиции представлены макеты оружия времен Великой Отечественной и современного автомата АК-12. В Казани выставка пробыла до 5 вечера. Завтра экспозиция отправится в Зеленодольск. Через 8 регионов и 17 городов России везем и показываем вот этот маленький танк, который не дошли до Берлина. Эти танки все погибли в тяжелых боях 41-42 года. Именно эти танки прошли парадом по Красной площади 7 ноября 1941 года и ушли защищать столицу. Эти танки сражались под Сталинградом, прорывали блокаду Ленинграда. В Татарстане может появиться производство теплозащитной краски, а также начнут применять кремниевые удобрения. Сегодня об этом говорили на заседании Совета Татнефтехиминвестхолдинга. Его правил Рустам Минниханов. Традиционно здесь обсуждают прорывные идеи, которые дешевле и надежнее импортных аналогов. Проекты, которые могут быть полезны для Татарстана, сегодня представили в Доме правительства. Перед Рустамом Миннихановым выступили представители 4 инновационных компаний. Это предприятия из Татарстана и Москвы. Столичные специалисты разработали стимулятор роста растений на основе кремния. Он дает прибавку урожайности до 80% и защищает от различных воздействий, говорит разработчик. Кремний накапливается в клетках корневого чехлика, способствует лучшему росту корней даже на тяжелых почвах. Он увеличивает толщину эпидермиса, что снижает вероятность поражения растения почвенными болезнями и вредителями. Рустам Минниханов поручил изучить технологию татарстанскому Минсельхозу. Вот Сагра, наверное, зря этим заниматься не будет, там опытная команда. Поэтому давайте внимательно изучим. Еще одна московская компания представила технологию очистки нефти от серы и металлов электромагнитными полями. Она успешно прошла испытания на крупных нефтеперерабатывающих заводах страны. Нам удалось сделать низкую энергозатратность, то есть сам блок-реактор, который является основным в работе, он потребляет на себя 0,6 киловатта. Рафинат, давайте рабочую группу у нас Танака, Таифенко, у нас и Кокс надо посмотреть. В любом случае, для нас эта тема очень серьезная. Представили сегодня и новое огнезащитное покрытие. Оно может защитить боеприпасы от детонации внутри деревянных ящиков. Также компания производит тепловлагозащитную краску. Сверхтонкое покрытие можно наносить на поверхности зданий, машин и техники. Проект отличается от зарубежных аналогов прочностью и повышенным удержанием тепла. Одним из замечательных свойств, которые мы считаем, это снижение коэффициента теплопроводности при увеличении температуры. Рустам Минниханов одобрил данный проект, отметив, что он найдет применение в Татарстане. Наша республика и техногенная, и много у нас мест, где надо нам использовать. Татарстанские айтишники презентовали обучающие системы и тренажеры для нефтегазовых предприятий. Они позволяют повысить квалификацию специалистов, автоматизировать и ускорить их обучение. Работает на всех операционных системах и на всех платформах, телефонах, планшетах и так далее. И в закрытом контуре промышленных предприятий. Было бы неплохо, если в наших образовательных учреждениях ваши технологии могли бы реализовать. Это возможно, нет? Разумеется. Все предложения Рустам Минниханов поручил рассмотреть детально. Следующее заседание пройдет через месяц. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
Рустам Минниханов подверг критике федеральную новацию о едином налоговом счете. Он заработал с этого года. Теперь все отчисления предприятий и граждан поступают на один реквизит и через федеральные органы возвращаются в регионы. Сегодня в Доме правительства обсудили исполнение консолидированного бюджета Татарстана в первом квартале этого года. Заседание провел Рустам Минниханов. Раис республики отметил, ситуация напряженная. В казну поступило 115 миллиардов рублей, потратили 79 миллиардов. Есть тенденция к снижению налоговых доходов. Среди них на прибыль, НДФЛ, земельный налог. Как заявил Рустам Минниханов, негативное влияние оказало падение цен на нефть, а платежи на единый налоговый счет непрозрачны и задерживаются. Если налог плательщик внес заранее, до срока, он не поступает в бюджет республики сразу, а учитывается на едином счете налогоплательщика до наступления срока. То есть нашими деньгами пользуется федеральный уровень. Это несправедливо. Все, что принимается за счет субъектов. Поэтому я обращаюсь к вам. Надо эту тему поднять, заслушать, пригласить. Я уж прошу прощения, Айрат. Но ты должен быть молниеотводом. Татарстанского предпринимателя наказали за контрафактные сухпайки «Армия России». Как Минобороны страны сражалась с бизнесменом из Рыбной Слободы. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Вопросы сотрудничества на межрегиональном уровне сегодня обсудили раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правительства Республики Саха Андрей Тарасенко. Речь шла и о реализации совместных проектов, и социально-экономической ситуации в целом. Наметили шаги по дальнейшему укреплению деловых контактов. Учимся у вас, потому что газохимия, которую вы здесь сделали, это большой шедевр такой. Поэтому мы тоже сейчас хотим не просто недра поднимать. На сцене театра Тинчурина сегодня выступили особенные актеры. Лучшие театральные студии собрал гала-концерт Республиканского фестиваля детских театральных студий для детей с особыми потребностями «Театр All Inclusive». Уже в 6-й раз благотворительный фонд «Акбарс Созидания» совместно с театром Тинчурина дает ребятам со всего Татарстана возможность развивать творческие способности и блистать на большой сцене. Что нужно-то? Что нужно? Чаю? С первого взгляда не верится, что на сцене подростки. Десятиклассник Анель Имамиев 10 лет занимается в инклюзивном театре Казанского 78-го в лицее. Сегодня играет главную роль в постановке «Старик из Альдермыша». Я честно подумал, что я вот не справлюсь, как 17-летний парень, скажем, войдет в эту роль и сыграет там старика, которому больше 90 лет. Это давалось достаточно, скажем, нелегко, я боролся. Из 35 заявок в финале 10 лучших студий. Для них мастер-классы, репетиции и итоговое выступление. Многие участвуют каждый год. Можно сказать, это не то, что ребята, это уже семья, одна большая семья. Мы все-таки все занимаемся одним и тем же. Театральный фестиваль, он представляет собой инклюзивное пространство, где вот каждый ребенок имеет возможность выступить и раскрыть свои таланты, выступить на профессиональной сцене. Дети начинают говорить, те дети, которые вообще не разговаривают. Дети встают с колясок, дети начинают брать предметы. И именно театр лечит и физическое состояние, и духовное. Гран-при впервые присудили сразу двум коллективам – казанским студиям «Зеленая шуба» и «Калейдоскоп». Они получили по 95 тысяч рублей на развитие. Призы за первое, второе и третье места – 55, 45 и 35 тысяч рублей. Лина Знатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это были все новости к этому часу. С прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Гульназ Гизатуллина. Далее трансляция финала Кубка Гагарина. Акбарс и ЦСКА играют в Москве. Счет в серии 3-2 в пользу армейцев. Болеем за наших. Здравствуйте, в студии Гульназ Гизатуллина. Осадки прекратились, температура вновь начала повышаться. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ветер стихнет и будет по-летнему тепло. Ночью 9, днем около 22 градусов тепла, без осадков. Небольшая вероятность дождей в набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге. Ночью около 9 тепла, днем 21 градус.
В Агрызе, Менделеевске, Актаныше осадки маловероятны. В темное время суток ожидается 10 градусов тепла, днем 14 градусов выше 0. В Арске, Кукмаре, Балтаси небольшая облачность, ночью около 8 тепла, днем 19 градусов со знаком плюс. В Болгаре, Дрожжином, Буинске температура ночью составит 8 градусов тепла, днем же плюс 23. Очень тепло в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Умеренный ветер и отсутствие осадков. Ночью 8 градусов тепла, днем 22. В последующие сутки вероятность осадков будет небольшой, а температурный фон существенно не изменится. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью до 8 градусов тепла, днем 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный умеренный. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 64%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Пора перелистнуть календарь и приблизить самый красивый месяц года. Ждем с нетерпением. До свидания и берегите себя.